третьего тысячелетия. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет программу «Редколлегия». Главные новости из жизни республики разбирают и анализируют журналисты и редакторы уфимских СМИ. Здравствуйте, в эфире «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Елена Черкова. Это программа «Редколлегия». У нас в гостях сегодня политический обозреватель информагентства Башинформ Азат Гизатуллин. Азат, приветствую вас. Добрый день. И главный редактор газеты «Бонус» Рамиль Рахматов прямо с суда по мере пресечения Айрату Дильмухаметову. Привет, Рамиль. Приветствую. Мы в прямом эфире работаем. +7 927 34 10 51 номер для ваших смс-сообщений. Сообщений в Телеграм. Как обычно, мы начнем с обзора самых читаемых материалов на наших сайтах и сайтах наших коллег. Затем обсудим события недели, цитаты, заголовки. Ну и поговорим, конечно, про материалы, которые публиковались у нас в течение этой недели. Начнем с топа 3. Медиакурсеть. Их топ-3 выглядит на этой неделе так. Не от хорошей жизни женщина из Башкирии рассказала о вахте, слезах и деньгах. В Башкирии уволили руководителя, принявшего на работу своих дочерей заместителями. Какой молодец. Все правильно сделал, что не так-то. Третье место. Афера на миллиард. В судебном процессе ясности не прибавилось. Это материал опять по поводу процесса Александра Филиппова, Марата Гореева. Комсомолка в Уфе. Первое место. Молодая уфимка выкинула свою маленькую дочь из окна. Второе место. Порву все стереотипы, но ее найду. Неожиданные подробности исчезновения в Башкирии молодой мамы Юлии Дятловой. Третье место. В полиции рассказали о результатах рейда на Демском рынке. Мы говорили как раз об этом в эфире в начале этой недели. Да, там нашли контрафакт и нелегальных рабочих. Коммерсант. Первое место. Экс-премьер Башкирии дает показания в суде по делу бывшего вице-мэра Уфы. Это у нас был Рустем Марданов. Именно? Да. Вчера, по-моему, да, это было? Да. Да, вот, и уже в топ вышла. Второе место. ЛДПР определится с кандидатом на пост главы Башкирии к лету. Третье. У красного и белого дело не табак. На нашем сайте hmskaufa.ru первое место также про Рустема Марданова. Бывший премьер-министр Башкирии заявил, что действия Александра Филиппова не нанесли ущерб бюджету республики. Второе место. Правительство Башкирии потратит еще 7 миллионов рублей на покупку оставшейся части бизнес-центра возле Башгу. И третье. Пресс-служба Радия Хабирова объяснила фрахтовку бизнес-джета удобством и выгодой использования чартера. Коллеги, что у вас в топе 3? Рамиль, ну, есть? я сейчас, вот, к сожалению, видите, суда, но я по памяти у меня это, к сожалению, вот эти грустные публикации об трагедии, где мама с ребенком в окно выпали или выбросились, пока не очень понятно. Да, вторая эта история у нас, опять же, с бизнес-джетом. И третья история у нас занимает тоже третью позицию. Это опять продолжение судебной истории вот с известной дознавательницей. Да. Вот это именно ее судебный процесс, попытка ее восстановления в должности уже как бы дознавателя Уфимского райотдела. Азат, что у вас топ? Если у нас говорить, то у нас как бы топ-3 состоит из 4 новостей, скажем так. Интересный подход, окей, давайте. Топ-4. В Уфе тоже, к сожалению, вот этот трагичный случай с молодой мамой, которая выбросила своего ребенка с 9-го этажа и сама выбросилась, тоже, как и Рамиль. Наши коллеги пытаются выяснить окончательные подробности, что там случилось. Такое вот второе, третье место между собой делит тема паводка, притом там заголовок был «Сибай лидирует по запасам воды в основном в снежном покрове». Видимо, тема связана с Сибаем, поэтому она и пошла в топ. И тем более тема паводка, приближающегося. Хотя самого паводка в этом году не ожидается. Да, не ожидается, но людей все равно эта тема волнует. На третьем, втором месте также находится тема, связанная с отзывом лицензии Роскомснаббанка. У нас было достаточно много публикаций на эту тему. И связанная тема с хоккеем. Мы брали комментарий у Вячеслава Быкова, бывшего главного тренера нашего хоккейного клуба, который давал свои прогнозы на матч с Автомобилистом. Тоже вот, Были, кстати, прогнозы? Я не читала, к сожалению, то, что он говорил вот именно по этому матчу. Он говорил о том, что если Сулыгин найдет подход к игрокам именно иностранным, которые у нас играет Салават Юлаеве, то Автомобилист мы пройдем. По крайней мере, вчера мы выиграли. Как раз иностранный, это наш игрок Йонас Кемпанин и забил. Так.
Вот. Это был топ-матч. Да. Давайте, наверное, обсудим тогда, раз уж у нас у всех в топах как раз эта история с женщиной и ребенком, которые то ли выпали, то ли выпрыгнули из окна, немного вот это. Что уже известно на сегодняшний день, вот на данный момент? Я буквально перед нашим эфиром прочитала как раз на Башинформе, что девочка вот эта 2-летняя почувствовала себя лучше, ее из реанимации перевели уже в обычную палату. То есть врачи какую-то положительную динамику, да, забыла это слово, динамику фиксируют. Но вот где сейчас сама мама находится? Ну, а как нам пояснили коллеги, сама мама пока тоже, ну, естественно, тоже в больнице, да, тоже так. в больнице, тоже у нее состояние, у нее было получше, чем у ребенка. В средней степени да, тяжести. средней Да, степени ребенок был в тяжести, тяжелом да. состоянии, мама была в средней степени тяжести. Так что вот пока вот так, ну, пока... Поблагодарим снег, который не успел Слушайте, разобрать. вот правда, да, вот ругаем нашу мэрию, что не чистят ничего, ни дворы, ни улицы, а тут вон что. Оказывается, может, и хорошо, что не чистят-то. Ну, Конечно. это мрачный юмор. но Это что-то ужасный уж юмор, это, да. конечно, но да, Ну, тут блин. действительно... Нет, и меня вот во всем вот этом вот убивает, то, что смотришь, вот эти по всей стране вот эти дикие истории, где где-то заморили голодом, где-то бросили там на много суток малютку, где-то здесь... Ну, что происходит с людьми, я не понимаю. Мы, кстати, тоже обсуждали и как-то так сошлись на мнении, что вот чаще всего именно молодые мамы, которым там 20 с небольшим лет, вот такими... в таких вещах отличаются, к сожалению. С чем это связано, непонятно. Но, возможно, как раз кто-то предполагал из наших коллег, что у нее была просто затянувшаяся после родовая вот эта депрессия. Возможно, вот это сыграло свою роль. Но Ну, здесь... не 2 же года. Нет, может быть, это я даже не, я бы по-другому усложнил. Я бы сказал о том, что, видимо, у нынешнего вот этого поколения, которое сейчас вступило в этот фертильный возраст, видимо, период именно социализации, как будущая мать, не наступил, нормально не проходили они вот что-то. То есть? Ну, как бы, понимаете, каждый человек проходит определенные стадии своего воспитания и роста, так? Ведь так называемая социализация. У женщины она, естественно, другая. Она же, да, если мужчина себя там как кормилец, как отец семейства, то женщина уже себя, например, социализируется, наверное, как мать какая-то. Сейчас подгорит у феминисток. Пусть подгорает. Меня в данном случае их мне не интересует, но просто говорю о том, что, видимо, какой-то вот этот провал у всех вот этих случаев случился, именно поколенческий, да? Вот ты же сама назвала вот средний вот этот возраст. Что-то, видимо, произошло не так именно в этом процессе социализации, именно как матерей. Да, и тем более вот я Рамиля поддержу в этом вопросе, потому что когда уже узнаешь подробности, была вроде нормальная, обычная женщина, мать, без всяких там наклонностей к алкоголизму, не знаю, к наркомании, еще к чему-то. У человека какой-то то ли сдвиг в психике произошел, то ли на самом деле она просто не подготовлена стать матерью. Не была. То ли ее не готовили родители с детства к этому, то ли окружение какое-то у нее, может быть, было. Ну, трагично. Мне кажется, эта история еще поднимает одну тему, которую очень важно проговаривать, но почему-то об этом говорят очень мало. Это создание и наличие вообще кризисных центров для женщин вот в таком состоянии. То есть тех мест, куда женщина может спокойно пойти, не опасаясь, там, что ее, не знаю, поставят на какой-нибудь учет, там пропишут какие-то страшные диагнозы или еще что-то подобное. Самое удивительное, что они на самом деле имеют место быть, существуют. Такие кризисные центры. Конечно. Но о них, похоже, никто не знает. Вот именно. Вот версию нашу с Азатом по поводу вот именно этого периода подтвердит, я думаю, что в будущем может подтвердить следующий факт. Если, допустим, на экспертиза психиатрическая покажет, что мама-то оказывается вменяемая, то это будет прямо указывать на то, что мы сейчас говорим достаточно, скажем, может быть, возможную и правильную версию. Потому что если у нее там какие-то там девиантности и установят, что она там психиатрическая экспертиза покажет, что она это, то это одна версия. Но если она вменяемая, то значит мы правы. А этих центров на самом деле они существуют, про них даже наши некоторые ответственные лица время от времени упоминают, но как потребители, как просто прохожие на улицу, мы не знаем, что они вообще существуют. Где они? Да, как где они работают? Как туда Хотя попасть? Они есть. Да, есть и телефоны доверия, есть службы психологической помощи. Периодически мы о них и пишем, периодически о них рассказывают, периодически о них показывают, но... Они отчитываются даже? Они получают какие-то бюджетные деньги. Слушайте, но здесь еще одна ситуация, да, то есть служба психологической помощи, это вот опять психологическое, вот это вот слово
корень, да, слова псих, вот это немножко пугает людей. То есть, а вдруг там про меня что-то подумают не то. То есть и эта проблема есть, скорее всего. Мы, конечно, сейчас занимаемся тоже гаданием на кофейной гуще, да, тут пытаясь понять, что и как произошло, но просто раз уж такая ситуация действительно была, наверное, ее стоит проговаривать. И, наверное, стоит проговаривать, что если у вас есть какие-то сложности, то не надо бояться обращаться к специалистам за помощью. Я знаю, что, кстати, ваши ребята, Рамиль, пытались вот связаться с родственниками, с семьей. Что говорят родственники? Так в том-то и дело, что говорю, что ничто, в принципе, это не должно было предвещать. Да, были определенные сложности, проблемы. Сейчас уже пошла версия, что там и муж может, да, писали, что он якобы наркоман вообще там. Ну, сейчас можно что угодно говорить, и сейчас каждая из сторон, возможно, будет друг друга тыкать пальцем, да, вот родственники там жены, родственники супруга, это мы понимаем, что сейчас водораздел очень жестко прошел, но, знаете, мы еще пока сейчас не можем официально что-то говорить, но вопрос в том, что обе стороны сходятся на том, что ну, как бы, вообще это необъяснимо само с точки зрения, скажем, да, может быть, все было не очень в порядке, но то, чтобы что произошло, да, вот это? Что произошло, что до такой страшной степени дошло, но это просто необъяснимо. Я не вижу никаких таких смертельных проблем в этой семье, чтобы делать такой шаг в никуда. Ну что ж, я надеюсь, что все-таки будет потом понятно, что произошло. Я хочу сейчас, Рамиль, попросить у тебя рассказать и перейти к теме вообще обысков и задержания, ареста уже, я так понимаю, Рад Дильмухаметова. Ты только что с суда. Расскажи, как все проходило, что решили. Ну, знаете, что вот когда начинаешь на этом примере рассуждать о нашей правоохранительно-судебной системе, то уже на язык приходят слова, которые в радиоэфире нельзя произносить. Ну, честно говоря, вот... ты подбери синонимы. Вот сейчас очень как бы такое тягостное впечатление от того, что произошло. Первое. Обыски вчера начались с раннего утра у Айрата Дильмухаметова по месту жительства его матери, да, в квартире, которой принадлежит мать. Обыски происходили у его друга, адвоката Всеволода Лебединцева одновременно, плюс еще у некого Ильнура Ильясова, если я не ошибаюсь. Это кто? Ну, этого человека они называют, по версии следствия, такой, что человек, который производил съемки неких передач Айрата Дильмухаметова. Ага. Оператор, грубо говоря. Okay. Получилось так, что у Айрата, я так понимаю, произошло все более-менее корректно и нормальной форме, то Всеволоду чуть не сломали дверь, его там самого положили в это, заковали в наручники, притащили. Учитывайте то, что Всеволод спецсубъект, он вообще не подлежит допросу, как адвокат. Тем не менее, все это было произведено. Ильнура Ильясова, не знаю, говорят, что применили к нему силу, на него пытались там оказать давление. Этих деталей не знаю, поскольку Ильнура не встречал, но вот Всеволод сейчас только объяснил все это тем, что его специально подвели под допрос и специально пытаются сделать процессуальный статус свидетеля для того, чтобы он уже не мог участвовать в деле как адвокат. Просто, скажем так, мелкая подлость сотрудников ФСБ. Иначе не назовешь. Второй момент. Сегодня, когда пришли, что к нашему вящему удивлению, Айрат Дильмухаметов и в материалах следователя ходатайства господина Карипанова это говорилось, и сам Дильмухаметов это подтвердил, Дильмухаметов полностью признал свою вину. Обвиняется он по статье 280 прим. 1, часть 2, это новая крымская так называемая статья. То есть, если раньше была просто 280-я статья, это призыв к нарушению конституционного строя и так далее, то прим. 1 это имеется в виду там оспаривание территориальной целостности и так далее. То есть он что он говорил-то, за что его так? Вот сейчас это дальше, другая суть. Фишка в том, что мы удивились от того, что Айрат признал свою вину, и он начал говорить о том, что, ребята, я по факту-то признаю вину, но немножко трактуйте по-другому. Я признаю свое деяние, что я сделал это обращение, что я сделал запись и так далее, и так далее. Является оно преступным, не является преступным, суду, говорю, решать. То есть я сделал это заявление как политический лидер, и это политические мои рассуждения. Я не говорил никогда о развале страны, о выходе Башкортостана. Я сейчас говорю о том, что мы должны переформатировать по новому образцу федеративные отношения, там новые договорные и так далее, и так далее. И это факт. На самом деле Айрат, когда заново пришел в последний год в политику, я, в принципе, от него ни разу не слышал слова «подделение республики». Он всегда говорил о том, что нужно переформатировать отношения, но, видимо, в каком-то видео какие-то непонятные, подчеркиваю, эксперты, даже не эксперты, а специалисты написали какую-то там записку, и, видимо, ФСБшники посчитали, что есть какой-то призыв. Айрат говорит, во-первых, я признаю, что я что-то совершил. Во-вторых, за все мои многочисленные судимости я был под разными мерами пресечения, но это признают даже следователи и все, кто угодно, я ни разу не нарушил
меры пресечения. Будь я под домашним арестом, под подпиской не выезде или даже в СИЗО, я режима никогда меры пресечения не нарушал за все свои уголовные дела. Это все, говорят, признают. Во-вторых, я сбегать никуда не собираюсь, а с судом собираюсь взаимодействовать. Во-вторых, у меня несовершеннолетний ребенок, выпускник школы. Во-вторых, мама престарелая, мама готова предоставить квартиру под домашний арест. Говорит, давайте сделаем Соломоново решение, браслет и домашний арест судья предлагает. Никаких оснований к тому, что я там сбегу или там попытаюсь скрыть доказательства. Ну, как он может скрыть доказательства, если, собственно говоря, всю аппаратуру, все его там сотовые телефоны вчера при обыске изъяли. Забрали, да? В принципе, доказательная база в этом и хранится. Здесь уже что-то там, какие-то доказательства уничтожить или как-то повлиять на свидетелей Айрат объективно не может. Он об этом говорит, поэтому, говорит, не вижу смысла никакого. В принципе, все это звучало достаточно логично. Но, опять же, следователи прокуратуры настаивали обязательно на помещении в СИЗО, и судья там буквально за 5-7 минут решил, что да, вот Айрат может, оказывается, убежать, может повлиять на каких-то непонятных свидетелей. Хотя какие могут быть свидетели по его выступлению в интернете, и все, может там уничтожить доказательства, которые так уже изъяты. То есть я вижу вот всех этих действиях опять вторую мелкую подлость наших правоохранительных судебных органов. Не самое грустное, когда мы вчера, собственно говоря, размышляли о подоплеке, я так понял, мои источники говорят о том, что, в принципе, как таковых ярких претензий у ФСБ по РБ к Айрату за этот год не возникало. В принципе, он был аккуратен в своих вещах, мы, думаю, все наблюдали и говорили, и все СМИ его смело поэтому звали, потому что он... Ну, в принципе, да, сколько раз и у нас он был на эфирах, он за языком следил. Он не говорил ничего такого, за что его можно было бы привлечь. Именно так, но... Как мне сказали мои источники, пришла команда из Москвы найти любой повод. Так, а зачем? А вот этого я уже не знаю. Из Москвы, из ФСБ? Да. Интересно. Так, окей, значит, сейчас он арестован, отправлен в СИЗО на какой срок? 2 месяца. На 2 месяца. Сегодня у нас Роберт Загреев предполагал, что его могут на полгода закрыть, как раз и выпустить его после выборов. Вот у Роберта Загреева есть мнение, что это все делается, чтобы Дильмухаметова не допустить ни к регистрации, ни потом к выборам, никаким образом вообще, чтобы он не участвовал в этом процессе и не вокруг себя не собирал элиту башкирскую, чтобы как-то там противодействовали Хабирову. Давайте я вам так скажу. Противодействовать Хабирову он теоретически Айрат мог, но выдвигаться, регистрироваться даже в теоретической основе не было, потому что на выборах региональных выдвигаться можно только от политических партий. Поэтому здесь это немножко попытка там немножко преувеличить какую-то значимость и так далее. Это. Другое дело, что Айрат действительно в период выборов он мог вокруг себя определенный круг людей консолидировать и определенный политический урон там наносить, скажем так, действующей власти, но не как в качестве кандидата или даже делающего попытки выдвинуться кандидата, я так думаю. Слушай, а на суде вообще журналисты были, кроме тебя? Артур Асафьев. А суд был какой? Кировский райсуд. Кировский райсуд. Кто вообще присутствовал-то еще вот помимо вас? Мама, адвокат, соответственно, Артур Асафьев, потом, ну и, собственно говоря, несколько представителей, которые лично знают Айрата и его уважают как человека. Там несколько человек. Буквально там человек 8. Но я правильно понимаю, что не будет попыток как-то оспорить это решение, обжаловать? Будет. Вот понимаете, в чем здесь проблема? Будет, естественно, попытка обжаловать это решение. В следующей неделе мы, наверное, увидим решение Верховного суда. Но вопрос в том, что, говорю, из чего мы начинали? С мелкой подлости. Что Севу Лебединцева закрепили как свидетеля. Сейчас, то есть, получается, Айрату придется искать нового адвоката. Это тоже, опять же, проблема, которому дают. Потому что Сева его на протяжении там, многих лет защищал. А здесь просто говорят о мелкой подлости. Да, интересный процесс, конечно. Азат, вы как-то реагировали вообще на новости о задержании Айрата Дильмухаметова? Ну, во-первых, о задержании мы, по крайней мере, у нас на ленте я ничего не видел, и вот по суду я тоже узнаю новости только сейчас, только пришел как раз заседание суда, Рамиль суда в студию. Ну, на мой взгляд, Айрат все-таки, наверное, Айрат я тоже давно уже знаю, еще с начала 90-х, Айрат страдает за свои суждения еще тех времен, и вот это вот валом, вот этот вот за ним это идет, и убирать его как кандидата он на самом деле не может просто стать кандидатом на пост главы Башкортостана. Еще не погашена судимость. Да, еще у него не погашена судимость, по закону он просто не проходит.
Но то, что он консолидирует вокруг себя там каких-то людей, элиту там башкирского народа, я бы с этим тоже поспорил. Ну, не так Я много. говорю определенный круг, я не говорю, что да, определенный круг, может быть, за Айратом пойдет, но и то маловероятно, зная и учитывая там сложное взаимоотношение Айрата там с правоохранительными органами и с тем же ФСБ. Поэтому Айрат, ну, мне, по крайней мере, тоже это выглядит решение суда странным. На самом деле. Посадили бы человека под домашний арест. Ну, не сбежит же он никуда из республики, из Уфы. Айрат, ну, по крайней мере, он не тот человек, что друзья, тот человек, надо сейчас чтобы прерваться куда-то бегать. на новости. Мы после них вернемся, обязательно продолжим наш эфир. — 13:30 в столице. Краткие новости на Эхе. В студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Россияне не пострадали в результате нападения на мечеть в Новой Зеландии. Российские дипломаты следят за ситуацией. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По последним данным, при стрельбе в мечети погибли 49 человек, больше 30 ранены. Задержаны 4 подозреваемых в причастности к нападению. Среди них гражданин Австралии. Одному человеку предъявлено обвинение в убийстве. У Кремля пока нет определенной позиции по поводу просьбы РПЦ передать ей столичный Спасо-Андроников монастырь. Как заявил пресс-секретарь президента России, тема достаточно новая, позиция не сформулирована, там есть музейные объекты, это нужно учитывать при рассмотрении вопроса. Напомню, патриарх Кирилл обратился в Росимущество, заявив право РПЦ на монастырь, где находится музей Андрея Рублева. Ведомство сейчас уточняет позиции Министерства культуры и музея, а также направило запросы в госархивы. Следственный комитет просит арестовать депутата Госдумы Вадима Белоусова. Его обвиняют в получении взятки в 3,5 миллиарда рублей. Как сообщил ТАСС адвокат депутата Игорь Трунов, Белоусов был вызван на допрос. Его повезли в Ленинский суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения. Сейчас в суде объявлен перерыв по просьбе прокуратуры, которой нужно согласовать позицию со своим руководством. Напомню, в декабре прошлого года Госдума согласилась лишить Белоусова депутатской неприкосновенности. В Архангельской области произошли столкновения между строителями мусорного полигона и экологическими активистами. Как сообщает «Новая газета», в декабре активисты устроили круглосуточное дежурство возле полигона. Они заблокировали дорогу, чтобы по ней не смогла проехать строительная техника и бензовозы. Минувшей ночью со стройки пытались выехать 11 самосвалов и экскаватор. Техника повредила вагончик, в котором ночуют активисты. Одного человека придавило ковшом экскаватора. Он доставлен в больницу. Полиция, которую вызвали активисты, приехала лишь через несколько часов. Протестующие против строительства мусорного полигона рассказывают, что за рулем больше грузов были нетрезвые водители. Тело одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко доставят в Москву 16 марта. Похороны состоятся 18 марта на Троекуровском кладбище. Об этом ТАСС сообщил главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. По его словам, завтра гроб с телом Игоря Малашенко будет доставлен в Москву из Испании рейсом Аэрофлота. Прощание и похороны в понедельник на Троекуровском кладбище, сказал Венедиктов. Официальный курс доллара этой ночью в Москве от 1 до 3 градусов мороза, в субботу днем от 0 до 2 градусов тепла, переменная облачность, местами небольшие осадки. Сейчас в Москве +3, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 57%. Оксана Пашина, служба информации, «Эхо Москвы». По понедельникам в студии «Эхо Москвы» в Уфе подводить итоги прошедшей недели будет Азамат Саитов и его гости. Каждый понедельник вместо программы «Персонально ваш» слушайте программу «Послесловие» с Азаматом Саитовым после 15 часов. По понедельникам и четвергам после 13 часов в студию «Эхо Москвы» в Уфе приходят те, кто хочет сделать наш город лучше. Слушайте совместную программу «Эхо» и Центра современного искусства «Облака» «Парк искусств». Ведет программу Валерьян Гагин. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Спячка. Кашка йоко. Выйти из спячки. Кашка йоконан уяну.
Выйти из спячки. Кышкы йокынан уяну. Медведи в Уфимском парке лесоводов вышли из спячки. Урмансыларның Өфе паркында аюлар кышкы йокынан уянгандар. Медведи в Уфимском парке лесоводов вышли из спячки. Урмансыларның Өфе паркында аюлар кышкы йокынан уянгандар. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет программу «Редколлегия». Главные новости из жизни республики разбирают и анализируют журналисты и редакторы уфимских СМИ. Продолжаем программу «Редколлегия». У микрофона Елена Черкова. В гостях у нас сегодня политический обозреватель информагентства «Башинформ» Азат Гизатуллин и главный редактор газеты «Бонус» Рамиль Рахматов. Мы остановились на том, как проходил процесс сегодня по избранию мер пресечения для Айрата Дильмухаметова. Закончили мы эту тему или еще есть вам что добавить, Да, коллеги? в принципе, уже... Давайте тогда к событиям недели перейдем. Все-таки отбивку-то включим, раз уж она у нас есть, а мы про нее в первой части забыли. Слушайте, очень хочется обсудить много чего, конечно. События на этой неделе, к счастью, много было. Плюс у нас не было на той неделе редколлегии, поэтому частично та неделя перешла в повестку этой. Но давайте, наверное, Азат, вот вас попросим пояснить, какие события недели для Башинформа были главными на той и на этой неделях. Ну, на той неделе многое было связано с женским праздником, очень много разных событий происходило. Все-таки давайте вернемся к этой неделе. Ну, одно из таких главных событий связано с экономикой, с лишением лицензии Роскомснабанка. Все-таки, один из, скорее всего, последний региональный банк, который у нас был в республике. И несчастье случилось это событие. Банк остался без лицензии, очень много вкладчиков, большую сумму там держали, плюс очень много сотрудников, которые фактически остаются без работы. Я понимаю, что и правительство, и временно исполняющие обязанности главы сейчас предпринимает ряд усилий, чтобы как-то эту ситуацию исправить, но эта мера принята Центробанком, здесь от этого уже никуда не денешься. Главное, чтобы вернуть, как положено по закону, все вклады населению и что-то делать с людьми, которые работали в этом банке. Это, на мой взгляд, их как-то трудоустроить. Понятно, что люди остаются просто без работы. Это очень сложная ситуация. Общалась с одной сотрудницей как раз Роскомснабанка ровно в тот день, когда объявили о том, что лицензия отозвана. 7 марта это было. Девушка сейчас находится в декрете, и она рассказала, что, конечно, для всех этих сотрудников в том числе это был большой шок, и что, естественно, никто не знал, потому что утром все, как обычно, там собрались на работу и, по сути, объявили это прям с самого раннего утра. И да, действительно, люди, которые тоже там работали, по сути, остались без денег, с заблокированными картами, там сидят и также ждут. Не знаю, вчера объявило, агентство по страхованию, что Сбербанк и Уралсиб теперь будут выплачивать все эти деньги, но вроде как должны начать выплаты. 21 марта ставили, по крайней мере, сроки для начала. Я два ключевых момента для себя запомнил. Первый момент — это то, что банк был действительно крепкий, 42-я позиция в России. Это очень высокая позиция, я считаю, поэтому все это действительно было очень неожиданно и болезненно. Это первый момент. И второй момент — я все-таки должен отметить роль руководства республики, которое на самом деле не стало там голову в песок прятать, а наоборот впряглось вместе с Госкомстроем. Тут же вопрос не в самом банке. Мы цифры слышали о том, что все вклады физических лиц, они будут возвращены, потом вклады ИПшников тоже в большей части будут возвращены. Вопросы там, меньшая часть — это юрлиц, это не так много и не так страшно. В принципе, людям берут. Азат правильно затронул тему работников там и отдельных категорий, скажем так, но в большей части радует, что все-таки и руководство республики, и само государство, и агентство страхования, оно как вкладов ситуацию на ноль не спускает и не бросает. Все-таки большая часть людей не так критично пострадает. Второй момент, это ключевой, это все-таки, скажем, партнеры-застройщики, да, ведь первый трест и так далее, это множество объектов в Уфе и дольщиков. Очень радует позиция руководства республики, опять же, позиция застройщика того, что они намерены доводить все, что это их не коснется, что в любом случае
республика тоже поддержит, и мы не получим новую армию каких-то дольщиков, а сам-то застройщик по себе крепкий и известный в Уфе. Поэтому не хотелось бы, чтобы вслед за банком хороший и сильный застройщик ушел в небытие и оставил людям большие проблемы. Поэтому, скажем, скрестим пальчики за застройщика. И ради тех людей, которые вложились в строительство этих домов, потому что не хочется видеть новую армию обиженных дольщиков. Ну а вот буквально когда Невостроев сказал, вчера, кажется... Вчера на заседании профильного комитета госсобрания. Я, к сожалению, не был, но я читал у своих коллег с медиакассете вот эту публикацию по поводу вот 13 застройщиков, по поводу, что не все, скажем так, пока понятно и хорошо в этой сфере. И я прекрасно понимаю, что те меры, которые сейчас предпринимает руководство Башкортостана, чтобы решить эту проблему дольщиков, она такая очень сложная, и этих мер, может быть, даже не хватает, но тем не менее поэтапно все это решается, потому что очень много денег туда надо вкладывать из бюджета. Люди пострадали, людям надо помогать. И вот ситуация с Роскомснаббанком, когда вот начали писать о том, что вот первый трест, там пойдут еще какие-то эти, и то, что руководство впряглось и сразу сказало, нет, мы это не бросим, и все будет нормально в этом плане, то есть как бы вот эта тема такая. Но с другой стороны, волнующая. что они еще тут должны были сказать? Они как, должны были промолчать? Нет. Нет, ну, по-моему, это абсолютно когда... такой логичный ход, и как-то, не знаю, стоит ли вообще отмечать какой-то там какую-то особую работу. Ситуация неприятная, когда, в принципе, крупный регион остается без своих же крупных банков. Мы же помним, что случилось у соседей, сейчас опять у нас вот это продолжение истории. Что-то какая-то одинаковая линия, мне не очень это все понятно и нравится. И почему-то убивают именно региональные банки, крупные региональные банки, которые в топе 50 находятся. Именно. Вообще хочется отметить, что очень спокойно со стороны вкладчиков все это проходит. Ну, по крайней мере, не я, вот, наверное, не вы, коллеги, не знаю, подтвердите или нет, не слышим о том, что где-то какие-то недовольства, выступления вот именно со стороны вкладчиков, физических лиц, я имею в виду, да, не система уже выстроена. Система выстроена. Ну, очень все спокойно проходит. Ну что ж, Рамиль, у тебя что по событиям этой недели, помимо Дильмухаметова? Что отметит бонусы про Уфу? Нет, вот для меня неожиданным оказалось вчера событие, которое, когда мы немножко по забытому делу об убийстве топ-менеджеров МУМПО, когда ряд СМИ мы участвовали в брифинге адвокатов господина Евстафьева, который сейчас подозревается в заказе этого убийства. Действительно, самое странное, еще летом, когда все это случилось, мы все удивлялись и думали о том, что на самом деле это все-таки стратегическое крупное оборонное предприятие. Ожидалось, что здесь будет вообще центральный аппарат следкомов, ФСБ и всех прочих. На самом деле, по логике вещей, должно было так. Мы помним убийство одного из топ-менеджеров Башнефти, тоже какой был шум. А по факту оказалось, что за эти 9 месяцев ни пресс-релизов, ни каких-то громких заявлений, едва там с районного отдела следственного отдела перешло там в республиканский отдел, туда-сюда меняются следователи, дело туда... И оно как бы забывается, его как бы не видно, хотя на самом деле, по сути, оно самым громким является. Это оборонное предприятие. Да, это мягко говоря. Дела прокуроров, по сути дела, с этим делом, они, даже ниже, я бы сказал, но при этом мы не видим никакого ажиотажа. И причины вот всего вот этого странности вот этого дела вчера адвокаты господин Зеликман и господин Петров рассказали, и в принципе мы, сторонние наблюдатели, когда даже следили за этим делом, очень много действительно нестыковок. Как всегда у нас следствие, начинает отрабатывать и продавливать, главное слово, продавливать единственную версию, которую они там приняли за основу, не смотря по сторонам и отметая все те аргументы, которые в эту версию не вписываются. Я бы по этому поводу делал сегодня, конечно, публикацию, но в принципе, как бы общение и те аргументы и факты, которые были изложены вчера защитой, я понимаю, что это односторонний, с одной стороны, аргумент, но они действительно впечатлили, потому что мы за этим делом старались как бы следить, и непонимание все-таки общим фоном есть. Как я сегодня написал, очень самое странное, что в этом деле очень-очень слишком часто через каждое слово звучит обозначение, аббревиатура трехбуквенной конторы. А мы сами... это вкинул... Серьезно? Что за контора-то? Первая буква, можно, пожалуйста? Вот сейчас я поясню, что оказалось, что организатор убийства, то есть не заказчик, заказчиком предполагаем является, но уже установленный организатор убийства, собственно говоря, и
некто Токарев, да, он же сам уже признал, и все по делу он проходит как организатор. Он, оказывается, сотрудниками УМПО, в том числе высокопоставленными, своими там родными, близкими, там, семьей гражданской своей жены, он представлялся сотрудником Федеральной службы безопасности. О, как. Вот так вот. Прикольно. При этом в качестве доказательства он почему-то показывал не удостоверение сотрудника ФСБ, а наколку ФСБ. Я так долго смеялся над этим. Все же знают, что запрещено вообще иметь какие-либо нательную живопись. Серьезно? Серьезно. Господи, какая прелесть. Ну, в общем, почитайте, Хотя бы на посмеетесь. костяшках пальцев было? Да я не знаю. Ну, так тебе в лицо, представляешь, в ФСБ. Да. А, нет, ФСБ должно быть, вот прям Ну, сразу. наверное. ПРБ еще. Ну, я Четыре что-то костяшки, ни разу 4 не буквы. видел, да, действующих сотрудников ФСБ с наколками. Они просто запрещено. Запрещено это Это делать. просто запрещено, как и Тональником. сотрудникам полиции. Ну, вообще, да, это же нельзя этого делать. Слушай, как раз Дим Колпаков по этому поводу, наш коллега, смс-ку нам прислал. Это редкое явление для прокуратуры, имеется в виду, вот эта пресс-конференция, да? Как вы думаете, такие пресс-конференции получат продолжение, или это исключение в судебной журналистике? Как на Что ваш взгляд? вчерашнее? Я думаю, что это, скорее всего, исключение, потому что господин Зеликман вчера сразу четко, и он правильно сказал, говорит, вы сами, коллеги, знаете, что я никогда ни во время следствия, ни после следствия, ни во время судебного вообще стараюсь вас избегать и с вами не разговаривать. Это, говорит, как к полиции отношения. Говорит, люди не переваривают полицию, но когда если что-нибудь у них украдут, они сразу бегут писать заявление. Я в данной ситуации, говорит, оказался, говорит, сам, и сейчас вынужден к вам обращаться за помощью, потому что, говорит, ну, мы не можем просто, говорит, даже вот то давление следствия, которое происходит, мы его не можем даже обжаловать нормально, потому что, чтобы обжаловать действия следователей и так далее, нужно получить какое-то решение, визу, отписку от руководителя следкома по Республике Башкортостан. Они не могут на местный следком пожаловаться в российский следком, пока здесь не ответит местный руководитель. А местный руководитель не отвечает, отвечают даже не его заместители, а заместители начальников отделов. То есть вот это 3 звена обжалования, они превращаются в 10 звеньев, которые растягиваются на месяцы, и получается, мы не можем, говорит, сквозь это пробиться, мы не можем даже пожаловаться на действия, говорит, следствия. Объективно нормально. А человека в прошлом 8 месяцев держат без всяких значимых следственных действий. Странное дело, очень странное дело, особенно когда связано с убийством топ-менеджера одного из крупнейших предприятий не только Башкортостана, но и России, тем более оборонного предприятия, которое производит, мы сами знаем, двигатели для каких самолетов. И тут как-то все это в такой непонятной тишине, все это длится очень долго и... Вот, Азат, давай, положа руку на сердце, вот ты работал в телецентре, я работал, допустим, в университете. Мы с тобой прекрасно знали, что за каждым из нас, там, сотрудником телецентра или сотрудником вузу, есть гласный и негласный надзор нашей любимой конторы, да, в кавычках говоря. То есть самые, которые... Да, которые на татуировке, да. На УМПО, представьте себе, топ. Там, наверное, за одним этим там столько оперов следит. Если там был какой-то конфликт, или там те теневые схемы там поставки запчастей или чего и так далее, которые выбрасывались, да, в общем, они не могли мимо пройти вот этих сотрудников. Но при этом совершается убийство. Причем достаточно глупо довольно, да, все это выглядит, да, на поэтому парковке. Я очень сомневаюсь, что это могло пройти мимо них. Поэтому это очень мутное дело. Во-вторых, самое больше всего смущает, что все 3, которые участники убийства оказались исполнителями вот этого, для них это оказалось случайно, потому что они все в один голос говорят, что мы Евстафьева не знаем, не слышали, мы шли на разбой. А следствие почему-то верит в качестве аргументов и доказательства господину Токоварю, который является судимым аферистом на самом деле. Судимому аферисту, значит, верим, а вот менеджеру УМПО, который там с 80-х годов там, от простого инженера дослужился до топ-менеджера, значит, ни разу не судимый даже по административке, а вот мы ему не верим. Забавно. Вот так вот. А можно к позитиву небольшому? Да, потому что у нас какой-то эфир получается судебно-уголовный. Судебно-уголовный. Вестник медиазоны на Эхе Москвы. Все-таки вот на этой неделе состоялась презентация республики в Совете Федерации. Как раз хотела попросить об этом рассказать. Мы об этом, это событие достаточно подробно освещали. Я обращу внимание на буквально 2 вещи, наверное. Это то, что вот готовится отдельное постановление. Вот некоторые уже там коллеги ехидно писали о том, что это постановление Совета Федерации, законодательный орган ничего не решит. Во всех заседаниях профильных комитетов принимали участие члены правительства российского. То есть различных департаментов, министерств, ведомств, которые принимают решения, которые выделяют деньги. И мне, например, будет очень радостно, если вот в этот
в это постановление Совета Федерации, и этот вопрос обсуждался, будет вопрос создания особой экономической зоны в Ишимбайском районе. Мне, как человек, который там родился в Ишимбайском районе, который находится в достаточно сложной ситуации, как и многие районы нашей республики, но тем не менее, это, наверное, некий долг Ради Фаридовича перед своей малой родиной, да, чтобы создать там особую экономическую зону. Тем более, это же коснется не только Ишимбайского района. Это треугольник промышленный. Это треугольник, да, это там южный промышленный куст такой, очень мощный, Салават, Ишимбай, Стерлитамак, и захватывать будет и Мелиос, и Кумертау. И у нас не было в республике еще такой зоны особо экономической. У татар есть, а почему? Чем мы хуже? Алабуга имеешь в виду? Да, чем мы хуже. Там обсуждались и вопросы реновации, в частности, химпрома, чтобы внести в это постановление. Очень много других экологических проблем, вопросы транспорта. Я думаю, что такие вещи нужно проводить, чтобы показывать свой регион в высшем законодательном органе страны и пробивать деньги для нас, для республики, которая будет приходить, в частности, в экономику и будет улучшать жизнь жителей Башкортостана. И еще одна маленькая тема, помните, мы с вами обсуждали по поводу родилась стройня в Бурзянском районе. Очень хорошее событие. И буквально сегодня... Под послание Путина, да? Да. Сегодня пришла такая новость о том, что Руслан Гизатуллин поделился, глава уже администрации Кушнаренковского района, что у него родилось 2 сыновей, он стал отцом уже 5 детей. Руслана, кстати, поздравляем. Это же замечательное событие, когда дети рождаются. Это всегда приятно писать, и приятно, что такие новости собирают очень хороший пример. Согласен полностью с Азатом, потому что здесь в данном случае это действительно какой-то есть определенные подвижки. Я не могу пока назвать это все прорывами, но позитивные шаги для улучшения, скажем, для инвестклимата, они идут. Хотелось бы, конечно, чтобы еще и госзакупки по этим мероприятиям проходили законно и вовремя. Вот как минимум вовремя. Кстати, да, Ирик Елалов же тоже у нас в эфире по телефону рассказывал, что он очень гордился тем, что Дни Республики проходят в Совете Федерации. Было прям слышно в голосе, несмотря на то, что в Москве там было намного меньше, чем у нас. Вот эта вот гордость его, он там много раз повторил слово «федеральных», вот прям он распирает его от этого. Мне даже коллеги рассказывают, приятно, говорят, когда в стенах Совет Федерации звучит «Кура», и ходят наши Другой девушки красивые в национальных вопрос, вот как раз Елалов отметил, что до этого, вот до 2019 года ни разу Башкирия не пользовалась вот этой возможностью такие дни устраивать. А кто мешал? А почему не было этого? Нет, мы помним просто кредо. Не верь, не бойся, не проси. Рустем Закиевич же сказал в первый же день своего, что не трогаем, не ругаем федеральный центр, просить ничего не будем, мы сами с усами и прочее. Да. Это на чиновничий политический язык, не верь, не бойся, не проси Рустем Закиевича кредо. И даже мы умудрялись те деньги, которые нам присылала Москва, не потратить, обратно вернуть. Зачем-то они нам были. Уникальный случай, сотрудник Башинформа немножко критикует Рустама Хамитова. Класс. Слушайте, еще очень хочется обсудить с вами тему. Она на прошлой неделе всплыла, но на этой неделе и вы, Рамиль, и мы получили ответы от пресс-службы главы региона и от пресс-службы Госкомтранса касаемо поездки делегации Башкирии в Сочи на прекрасном бизнес-джете с совершенно потрясающим интерьером за 4,4 миллиона рублей. Давайте Азата деликатно попросим не комментировать. Нет, подожди. У меня был коварный план. Азат, вы ездили в Сочи? Я ездил в Сочи. На чем вы летали в Сочи, Азат? Я летал на обычном рейсовом самолете. С пересадками? С пересадками в Москве. Мы с моим коллегой, фотокором нашим Олегом Яровиковым, все боялись опоздать, потому что в Москве в этот день был коллапс, когда мы улетали, когда Аэрофлот там 150 рейсов отменил. Но, тем не менее, другая авиакомпания летает, оказывается, в любую непогоду. И Домодедово мы нормально, спокойно улетели. У нас не Red Wings, надеюсь? Нет, не Red Wings. Другая крупная авиакомпания, S7 это было. Мы летали обычным самолетом, жили в нормальной обычной сочинской гостинице. Сколько у вас по времени занял перелет из Уфы, с учетом пересадки? Перелет из Уфы, сейчас я скажу. У нас рейсы так совпали, что мы заранее покупали билеты, мы улетали где-то, по-моему, в 4 утра, потом у нас был вылет в 7 утра из Москвы в Сочи, и мы где-то в Сочи, по-моему, в 10, что ли, утра были. То есть, по сути, там часов 6. Часов 6-7 ушло на... Смотри-ка, сколько можно было сэкономить денег, если бы наша делегация летела тоже обычными рейсовыми самолетами. Меня, честно говоря, эта история поначалу на прошлой неделе никак не зацепила. Я, честно говоря, вот этим всем восторгом, там, скажем, наших злобствующих СМИ не очень разделял. Это ты про нас, что ли?
Да про своих коллег тоже в бонусе. Но у меня тоже в бонусе все ребята почему-то все смеялись, а я не разделял всех этих восторгов, Так, потому что, например, отдавал себе отчет, что на этом бизнес-джете могут, допустим, какой-то серьезного инвестора, который вот просто так в Сочи не прилетит, но с ним нужно составить какой-то контракт многомиллиардный, почему бы за ним этот самолет не отправить, почему не занять? Я потому что понимаю, как бы, скажем, серьезность принимаемых решений и так далее, и так далее. Поэтому я как бы, ну, господин Мухаметьянов на себя там взял ответственность, ну, взял, я как бы, ну, ладно, не стал разбираться. Потом, по мере, как бы, скажем, вот это, скажем, роста вот этих запросов с подачей, мы как бы и получением ответов мне становилось все смешнее и забавнее. И уже здесь я начал сам злобствовать. В чем? Ну вот пока у меня Валерия Панаева вчера набирала как раз материал, вот пришел ответ там с Госкомтранса, с администрации главы республики, что все замечательно, все хорошо. А мы прекрасно все понимаем, что на этом бизнес-джете летел не один только господин Мухаметьянов. Он вообще туда не летел, друзья. Господин, да, меня вот... Господин Мухаметьянов меня больше вообще всего в Сочи убило, не когда было. я первый заголовок увидел, что глава Госкомтранса на поездку в Сочи потратил там 4... Его в Сочи не было. Я пытался доказывать своим коллегам, я говорю, его в Сочи не было. Откуда ты знаешь, может, он там ходил, скрывался? Я говорю, скрывался от всех, в том числе и от Ради Фаридовича? Ну да. Нет. По нашим данным, он в этот день был в совершенно другом так городе. Вот дальше, что продолжаю. Вот Валерия набирает текст, я встречаюсь со своими некоторыми интересными источниками, начинаем разговаривать, и я начинаю просто потом смеяться. Выясняется, что буквально позавчера Госкомтранс пытался провести оплату вот этих 4,5 миллионов через Минфин. Госпожа Ихтисамова отказалась подписывать эту проплату, ну, то есть эти платежки. При этом человек говорит, так она сама этим джетом летела. И сейчас, говорит, Мухаметьянову, говорит, придется, нам надо что-то придумывать, самому, что ли, говорит, оплачивать. Типа попал. Написали же, что ты летел. Вот и отдавай. Председатель типа попал. Я говорю, кстати, слушай... Ихтисамовой тоже не было в Сочи. Но мне сказали, что нет, он летал. Ихтисамовой в Сочи тоже не было. В Сочи работали одни вице-премьеры, я могу их перечислить пофамильно, потому что мы работали на площадке нашей республики, я лично со всеми общался, лично всех видел, там были только вице-премьеры. Базрахманов, Таджиддинов, Хакимова. Нет. Суть не в этом, суть в том, что даже, может, она и не летала. Фишка в том, что проплата прошла. И человек сочувствующий такой говорит, вот, говорит, Мухаметьянов попал. Я говорю, нет. Мухаметьянов, говорю, радоваться должен. Он говорит, почему? Вот и представьте себе, там летели первые лица на этом борту. Господин Мухаметьянов принимает на себя весь удар, весь негатив, все такой информационный шум, сам оплатит своего кармана. Зато на оперативка уже по ямочному ремонту к нему будет относиться добрее. Коллеги, вы забываете один факт, как бы, ну, не в оправдании там Мухаметьянову и вообще всей этой истории. Я не вижу ничего страшного. В этом ничего страшного нет. То есть 4 миллиона... Перелет туда-обратно, тем более по такому сложному маршруту. Средний ценник на билет Уфа-Москва-Сочи стоит и назад Уфа 70 тысяч рублей. Ну, ребят, ну их там было человек 12, ну на 70 умножьте, ну не 4 же с лишним миллиона. Но, учитывая, какой график работы у того же первого лица нашей республики, у него был Госсовет в Казани, у него потом были мероприятия в Москве, то есть ему... С его графиком работы, ну, лететь на обычном самолете, согласитесь, было... А президент Финляндии летает на обычных самолетах, ничего страшного. Если бы это был любой другой полет, я бы, может быть, тоже вот как бы, а внутренне я никак не дергаюсь, потому что мы не знаем, может быть, говорю, что там какой-нибудь крупный представитель бизнеса, там, банка какого-то сел на этот борт, прилетел, они что-то подписали, в республику что-то принесли. Что ты такой добрый стал, а? Где мой любимый Рамиль? Я с самого начала, когда эту историю, я к ней не придавал значения. Просто история, она на самом деле не стоит выеденного яйца, и слишком много шумихи развели вокруг. Посмеяться стоит. Друзья, давайте, все-таки очень хочется успеть и цитаты, и заголовки. Давайте перейдем к цитатам. Цитатам, знаете, мне самое больше всего понравилась цитата. Опять меня обвинят, что я работаю в Госсми и цитирую, естественно, первое лицо. Но мне очень запала в душу цитата, которая была... Практически, по-моему, все процитировали агентство, оперативка, которая была в понедельник, по поводу мобильного приложения, связанного с ямочным ремонтом. И опять-таки господин Мухаметьянов, когда Ради Фаридович сказал, что за это время, с октября можно было изобрести Facebook или новый iPhone. Да, отличная была цитата. Но, согласитесь, мне тоже вот было на том поручение, я сам его слушал, что вот я вам даю поручение разработать мобильное приложение. Ничего сложного нет. Я процитирую ваш заголовок в качестве цитаты. Это тоже фраза Хабирова. Мы не дорабатываем в пропаганде нашей настоящей, здоровой и вкусной еды. Прям классно было. Это моя вчерашняя. Ну и давайте заголовки.
Заголовки. Мне больше всего запал в душу заголовок. Я люблю заголовки газеты «Коммерсант» и вообще сайта «Коммерсант». Вот заголовок КСП. Как оно точно-то? КСП что-то такое. В КСП состоялась не та партия, связанная с Шагимуратовым. У меня один заголовок, по-моему, это тоже ваш. В Уфе открытие музыкального фестиваля Эльдара Абдразакова стало вокальным пиршеством. Это Башинформ точно. Я в восторге. И 2 заголовка с Уфа-1. Тут просто огонь совершеннейший. Унылая весна, двоеточие. Медведи в Уфе проснулись, расстроились и подрались. И 2 заголовок. Потрясающая блондинка водителя автобуса в Уфе. Я просто люблю большие машины. Мне понравилось, что вот у них про феминизм и впустили там что-то такое. Феминизм там просто гениальный был текст. Про фразу, вот заголовок. Да, очень был хорош. Мы сейчас еще за рамками эфира пообщаемся. Пошутишь, да, поэтому по феминизм. Про еду было вкусно. Ну что, друзья, будем заканчивать нашу редколлегию. Спасибо, что пришли. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был главный редактор газеты «Бонус» Рамиль Рахматов и политический обозреватель информагентства Башинформ Азат Гизатуллин. Пока. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио